Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофонов Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о роде... Поговорим сегодня о роде Сарт. Сразу при слове Сарт, кто немножко знает историю, сразу вспоминает Сарты Средней Азии. Да? Основная масса современных узбеков, она, в общем-то, формировалась на основе сартов. Вот это оседлое, мусульманское, как правило, и изначально даже персоговорящее население Средней Азии, жившее в городах, оно носило название Сарт. Вот откуда это название взялось, Сарт? Впервые, допустим, еще это исследовал русский тюрколог немецкого происхождения Вильгельм Радлов, который писал, что это слово «сарт» индийского происхождения. В буддийской сутре лотоса Садхарма Пундарика сутра использует слово «сартаваха». Да? Сартаваха в значении «купец», «водитель каравана». Угу. Потом, это слово именно уже «сарт» закрепилось за... Когда это произошло, опять непонятно, но за оседлым торговым городским населением Средней Азии. В городах стали это все население называть сартами. Тогда оно действительно в основном было персоязычное. И даже потом уже в позднейших тюркоязычных произведениях литературных, допустим, первое известное нам литературное произведение на тюркском языке, написанное, повторяю, арабской графикой, потому что были и до этого произведения, но они писались на древнетюркской рунической письменности. А когда произошел переход с принятием ислама на арабскую графику, первое произведение, одно из первых произведений «Кудатгу Белик. Благодатные знания» XI века караханитского поэта Юсуфа Баласугуни, там слово «сарт» уже конкретно используется в значении «купец». Давайте просто отметим, что сарты, как народ, вплоть до конца 19-го, начала 20 века... До 20 века. До 20 века учитывались переписью как сарты, как отдельный народ, не как узбеки, не как каракалпаки и так далее. Да. Как раз, по-моему, если я не ошибаюсь, первая перепись населения Российской империи 1897 года, насколько я помню, там зафиксировал в Средней Азии 3 более миллиона... Нет, 3 или 4 миллиона. 3 миллиона. Да, 3 или 4 миллиона сартов, и там всего лишь, допустим, 700 тысяч узбеков, да? Потом, когда уже началось национально-государственное строительство... Я сейчас смотрю, все-таки около миллиона сартов. И 700 тысяч узбеков, действительно. Там дело в том, что эта перепись, она не охватила еще, те районы Таджикистана и так далее, которые... Возможно, да. Они фактически еще не входили в состав российской. Многие эти районы не входили. Там, наверное, Афганистан еще немного. Поэтому а в целом оценка такая 3 или 4 миллиона. Потом эти сарты разделились. Когда стало национально-государственное размежевание в Средней Азии, те сарты, которые остались на территории Таджикистана, стали таджиками, а те, которые были отнесены к Узбекской республике, стали узбеками. Почему узбек, он был взят как основное название, поскольку до революции узбеки это была феодальная знать, своего рода дворяне. Все войска, все военные люди, все беки, причем и ханские династии, Бухарского эмирата, Хивинского ханства, Каканского ханства тоже, они происходили из узбеков разных племен, из мингов, кунгратов, мангытов. Поэтому за название, этой формирующейся узбекской общности именно было взято не название сарт, а название узбек. Потому что Я просто отмечу, что в середине 20-х годов советская этнография перестала использовать сарт для обозначения отдельного этноса. Кто такие же башкирские сарты? Да? Откуда они взялись? Понятно, то есть мы разобрались, что, в общем-то, это среднеазиатское название, причем, наверное, довольно-таки древнее. И когда Чингисхан вторгся на территорию Средней Азии со своими войсками, я, напал на сартаульский народ. Он все среднеазиатское население называл сартаульским народом. И когда же здесь у нас они оказались, это тоже вопрос довольно-таки сложный, поскольку мы никак не можем это датировать. Я, насколько понимаю, опять же, почему во многом советская этнография отказалась от наименования отдельного этноса именем сарт, потому что в каждом этносе были свои сарты, что называется, то есть свои торговцы, свои купцы, и часто это было синонимом не какой-то этнической группы, а соционим. А какой-то социальной группы, то есть купцы, мещане, горожане, называли сарт. Это более, конечно, оно всегда имело такой социальный оттенок, хотя уже, конечно, стало превращаться, в своего рода этноним и в Средней Азии. А что же у нас? Как же они здесь оказались? В общем-то, непонятно. То есть мы датировать не можем. Кузеев писал, что они
в очень древнюю эпоху попали сарты. Вместе вот была у нас программа по айлинцам, значит, агузская, да, из агузского мира происходившая, значит, род Айле. И якобы уже айлинцы, когда входили в состав башкирского народа, они входили довольно-таки рано, там, 10, может, 11 век, уже якобы уже в составе айлинцев уже было вот это подразделение сарт. Кузеев так считал. Ну, кстати, когда современные методы у нас же сейчас генотипирование есть, когда прогенотипировали сартов, они генетически ничем не отличаются от айлинцев, от табынцев и других. У всех гаплогруппа оказалась R1. То есть, о чем это говорит, что это на самом деле это очень древнее такое вкрапление, которого, вот, собственно, название осталось, а уже генетически они уже давно все стали одним целым. Но мы не сказали, где они живут. Башкиры-сарты, они занимают очень компактную территорию. Это современный Дуванский район. Дуванский район – это северо-восток Башкортостана. Там буквально там 7-8 деревень. Род-то небольшой на самом деле, сарты. Но интересный род, поэтому вот мы посвятили ему отдельный том. Но сами, как они считали, по документам мы видим, они считали себя, что вот они издревле. Нисколько они не ассоциировали себя уже со среднеазиатскими сартами, а считали, что вот они здесь, в общем-то, испокон веков. В документах там 17-18 веков, ну, 18, допустим, там 1734 года они пишут Анне Ивановне. Вот мы там башкиры там таких-то властей, ну, и перечисляют там айлинцы, катайцы, туда-сюда, и в том числе сарты. Владели своей вотчиной землей до Казанского взятия. То есть, наша земля была нам дарована от наших там мусульманских ханов. То есть, они сами считали, и по документам это так. То есть, это не то, что они сами считали. Никто бы им не позволил, в общем-то, не давать там недостоверную информацию, поскольку ушла речь о вотчинных землях. То есть, они вотчинной землей владели еще до присоединения. То есть, уже из этого мы видим, что их вхождение вышло, ну, как минимум, ранее, там, 16 века, да. Может быть, это было после монгольского вторжения, когда, в общем-то, какие-то группы сарты, вот, спасаясь от этой, значит, монгольской резни, какая-то часть сартов могла сняться с мест и уйти. Кстати, они всегда, вот эти караванные пути торговли, они же никуда не девались. Они и раньше так были. Они также вот эти караваны из Средней Азии ходили в Сибирь, в Башкирию, значит, и мы же знаем, даже вон в Перми, значит, находят в Пермской области огромное количество было найдено посуды иранского производства эпохи сасанидов, да, то есть, представляете, то есть, караваны ходили, и там и золотые клады, и здесь у нас сколько было найдено вот на территории Уфы сасанидского золота, серебра, там, что, чего угодно было все это найдено. То есть, караваны, они исторически ходили, и сарты ходили, как купцы. И, возможно, просто, значит, какая-то группа сартов в очень древние времена оторвалась и, ну, решила не возвращаться на родину. Но здесь осталась, в общем-то, и положил начало. Кстати, по их преданиям, они так и говорят, что вот предания, они немножко уже модернизированные, значит, пришел какой-то узбек, там, по имени Саид, остался распространять среди башкир ислам, и здесь остался, и вот от него размножился наш род сарт. Ну, понятное дело, что там в то время, ну, ни о каких узбеках речи быть не может. Но вот возвращаясь, опять же, к документам, которые у нас есть уже вот эпохи там 17, 18, 19 веков, что мы можем сказать по истории этого рода? Ну, во-первых, я сказал, есть там земельные документы, вот тут полно о земельных отношениях. А что у них за земля была? То есть, какой род хозяйства у них был? Они занимались в основном скотоводством или... Да, ну, естественно, они там, если они первоначально, может быть, они были какие-то городские жители там и, может быть, занимались какой-то торговлей, то уже в Башкирии они полностью там натурализовались и в хозяйственном отношении никак, в общем-то, не отличались от других башкирских родов. И занимались в основном скотоводством, отгонным скотоводством. Так называемый полукочевой? Да, ну да, можно сказать, полукочевой, яйлажный там, или как угодно. И земледелие немножко было. То есть, как всегда, как вот у всех башкир, было такое многокомпонентное хозяйство. Там и лесные промыслы были, значит, и бортничество, и рыболовство, и все-таки основное, конечно, это скотоводство. Во время восстаний, как раз вот вы говорите об Анне Ивановне, а это ведь времена как раз самых, может быть, напряженных отношений. Один тоже вот хороший документ есть. Не восстание 1735-40-х годов во время Анны Ивановны, а предыдущее восстание, так называемое Алдар-Кучумовское. И вот среди там вождей башкирских повстанцев, которые вторглись на территорию Кунгурского уезда, в Пермь, грозились Кунгуру сжечь, написали кунгурским воеводам Ивану Андреевичу, Ивану Ивановичу, каким-то без фамилии. Там вы пришли с большим полком в Красный Яр. Красный Яр – это Красноуфимск. И мы из властей Сибирской дороги, все башкиры, пришли в Кызыл-Яр. Кызыл-Яр, в общем, башкиры Красноуфимск, Кызыл-Яр называли, да. И вот тут перечисляется из каких-то там я, Иль-Кей, или Сазги, или и по-французски. Это страна, да? Страна или племя. Иль де Франс, а тут Жиянбет из Иля Кушчи, Мингли Хаджа из Иля Айле, и еще Байкучук из Иля Сартлар.
То есть сарт или сартларский, или сартаковские улусы, они там в некоторых документах сартаковские, сартаками тоже их называли. Вот как, собственно, монголы их и называли в 13 веке. Сартаками или Сартактай, подобный Сарту. Ну, и потом в следующих уже восстаниях, конечно, тоже они там принимали участие. Но я хотел бы здесь сейчас затронуть другой вопрос. Дело в том, что вот эти сарты, которые живут на территории Дуванского района, ведь же не единственные сарты. Вот есть у нас здесь под Уфой, в Кармаскалинском районе, 2-3 деревни раньше было много. Сарт Чешма, Сарт Наврузово, да? Те сарты или не те сарты? Долгое время там ученые гадали. Сейчас уже более или менее стало ясно, что это на самом деле две группы. А еще одна группа сартов в Курганской области. Угу. Их тоже где-то порядка 8 деревень. То есть сопоставимо с той, о которой мы сейчас говорили. Именно и численно сопоставимо, а может даже их уже и поболее. Оказалось, это две разные группы сартов. Почему две разные? То есть это разновременные такие вкрапления сартского компонента в состав башкирского народа. Если вот эти дуванские сарты, это вот я их условно в книге назвал ранние сарты, 13 там, или какой век. А эти сарты, 2-3 деревни в Кармаскалинском районе и вот остальные в Курганской области, я их назвал поздними сартами. Почему? Потому что по всем документам, я не знаю, когда они оказываются в Башкирии, но я говорю о времени интеграции в состав башкирского народа. Вот, это начало 18 века. Прям документы есть, когда вот они пришли. А первоначально вот эти поздние сарты, вот как они везде пишут, под Уфой они все жили. Вот сразу видно, что вот они сюда попали как торговцы. Прям под Уфой деревня вот сейчас у нас есть в Иглинском районе Сарт-Лобово. Сарт-Лобово. А по-башкирски Сарт-Лабау. Вот потом просто русифицировали, стало Лобово. Там, кстати, были деревни, сейчас которых нет. Сарт-Смирново. Сейчас их нету, а вот, значит, сразу видно, что они пришли сюда в начале 18 века как торговцы. Да, а может, и жили здесь. Ведь опять мы не знаем. Ведь мы, источники, зафиксировали момент их интеграции, тот или иной башкирский клан. А момент поселения мы опять же не знаем. Может быть, они здесь всегда и жили. Или, может быть, это их была торговая фактория. Мы знать не знаем, это, что представлял собой. Но зато мы знаем, когда они интегрировались в состав башкирского общества. Сохранился документ 1715 года. Башкиры Мекетинской или Бекатинской волости, это Зауралье, район по реке Теча, где вот потом была вот эта авария, всем известная, значит, маяк. И там поселились вот эти сарты, группа сартов, Акимбет там, значит, с товарищами. Они были приняты на правах совотчинников. То есть совладельцев вот этой единой Бекетинской волостью и есть, значит, интеграция в состав башкирского этноса. То есть они стали такими же по правам и обязанностям. Но самое интересное, что вот этот Акимбет, он в документе, который я до этого цитировал, касавшийся восстания 1704-11 годов, оказался, вот этот Акимбет был тоже одним из участников этого восстания. И вот в числе повстанцев, которые вторглись в Кунгурский уезд, даже он там называется. Интересно, то есть, что же ему получается вот за то, что вот он вместе с ними сражался, решили вот так, как, так скажем, по блату, да, дать ему землю и принять к себе. И вот написано: и еще Сарт Акимбет, сын Ураза. Вот эта группа сартов, которая первоначально жила в Сарт-Лобово под Уфой, вошла в состав Бекетинской волости, хотя в Сарт-Лобово также осталась часть сартов. А другая часть сартов из этого же из Сарт-Лобова переселилась наоборот не на Сибирскую дорогу, а на Ногайскую дорогу, в Табынскую волость. И в Табынской волости тоже, значит, они были приняты в состав Курпеч-Табынской волости, тоже на правах совотчинников, совладельцев вот этих вотчин. Вот, начало 18 века вот эта интеграция. По их преданиям сохранился их шежере, но по их преданиям, где вот они вот болтались, вот чуть ли там не 200 лет, да, то есть, по их преданиям, они где-то уже в начале 16 века уже ушли из Бухары, говорит, они пишут, Бухара и Шариф, из священной Бухары ушли, и все, и больше там уже не жили, понимаете, да? Это начало 16 века, а в 18 веке, значит, они уже, мы видим по документам, они входят в состав... 200 лет они 200 лет где-то, место, да. Так сказать, условно говоря, вот провисает вот этот период истории, вот поэтому я и предположил, возможно, они просто как торговцы, а ведь там еще было Сибирское ханство. В Сибирском ханстве там много было бухарцев, которых привел с собой Кучум-хан. Возможно, как раз и они, вот эти те, и бухарцы, которые... То есть мы не знаем транзитом, через что они пришли через как сюда, они, может быть, вот так, собственно, и курсировали где-то между Башкирией, там, Сибирью, Бухарой. Где-то. Но в итоге осели вот под Уфой. В итоге, да, в итоге под Уфой, а потом уже интегрировал в состав Бекетинской. Чтобы было понятно, да. Насколько Уфа в этот момент важный купеческий центр, важный торговый центр? Это был важнейший, значит, весь конец 16 века, весь 17 век. Уфа даже не столько купеческий центр, это такой форпост восточной политики России.
Потому что именно отсюда велись все дипломатические отношения из Уфы. Это я понимаю, но если мы предполагаем, что сарты, особенно те, которые вот поселились под Уфой, это как раз торговцы, насколько здесь вообще в принципе много было торговцев из разных, как российских, так и среднеазиатских земель? В документах мы полно встречаем. Калмыцкие послы приходили, бухарцы приходили, кызылбаши приходили, персы. Кого только здесь не было. Такая активная торговля шла, потому что через Уфу уже шла торговля куда? Уже на Казань, Макарьевскую эту ярмарку и так далее. Вот. А все начиналось с Уфы. Это был форпост. Нельзя было зайти в российское государство там откуда-то оттуда. А надо было вот именно через Уфу. Это для кого? Пропускной пункт. Это для тех, кто в Сибири? Для всех. Нет, для всех. Не понимаю. Почему? Потому что, опять же, если мы говорим о Бухаре и среднеазиатских землях, через Каспий могли в Астрахань. Да и дело не в этом. Астрахань, ладно, вот, допустим, вот по Волжье среднее, и вот сюда, в Сибирь, потому что уфимские воеводы были облечены вот такими широкими полномочиями. Не какой-нибудь там Тобольский, не какой-нибудь там другой воевода, а именно уфимский властью был наделен. Вот. Понятно. Ну что ж, мы поговорили о роде сарт, но мы не сказали об известных сартах. Известные сарты. Дело в том, что вот те сарты, которые вот мы знаем, остались в Курганской области, они очень были оторваны. Вот, на самом деле, какой-то отрезанный ломоть, и республика не совсем, в общем, много внимания всегда уделяла им, как-то заброшенные они оказались. Но то, что касается вот наших сартов республики, кстати, и поздних, и ранних сартов, был языковед Баишев Тагир Галямович, который еще в 50-х годах выступал за узаконивание северо-западного башкирского диалекта, языка в качестве диалекта. Тимир Юсупов, отец, режиссер Булата Юсупов, Тимир Юсупов, это, поэт. И сам Булат Юсупов, и Булат, сегодня. Вот такие вот люди были. Вот. А из другой группы сартов, вот тех сартов, которые в Кармаскалинском районе живут, тут вообще мой друг, товарищ, основатель культовой группы «Дервиш» 90-х годов, Альберт Габбасов. Если кто знает, тот знает, что это за группа, И, оттуда же оперный певец Ямиль Абдульманов из деревни как раз Сар-Чешмы. Понятно. Ну что ж, я напомню, мы сегодня говорили о роде сарт. У микрофонов были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире». До свидания. До свидания.